Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Ровно 3 года назад Садыр Жапаров победил на выборах президента в Кыргызстане. Ключевыми задачами будущего главы государства были реформы в системе образования и здравоохранения, а также развитие экономики. Я приветствую братский кыргызский народ, который отмечает трехлетие пребывания Садыра Жапарова на посту президента Кыргызстана. В эти 3 года было сделано очень много в Кыргызстане, благодаря политической воле Садыра Жапарова, который сплотил весь народ вокруг себя и добился много успехов. Я хочу отдельно коснуться отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. 20 апреля 2020 году был подписан в Баку договор о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, который подписал президент Алиев Илхам Гейдарович и Садыр Жапаров. Кроме этого, в этом встрече был подписан меморандум о создании Совета между Азербайджанской республикой и Республикой Кыргызстан. Кроме этого, было подписано много межгосударственных договоров. Последующие годы, когда был наш президент в Бишкеке 11-12 октября 2022 году, был проведен первое совещание Совета между Азербайджанской и Кыргызской республикой, который после совещания было подписано очень много договора между нашими странами. И видно, что кроме этого создан фонд развития Азербайджана и Кыргызстана, который установленный фонд составляет 25 миллионов долларов США, и который действует в этом году, 2024 году. Это уставной фонд полностью оплатил Республика Азербайджан, азербайджанское государство. За эти годы было очень сделано в Кыргызстане. Сам народ уже видит это. Кыргызстан развивается очень быстрыми темпами. И самое главное, кыргызский лидер под дипломатическим путем решил спорный вопрос между Таджикистаном и Узбекистаном. И народ поддержал его политическую волю. Поэтому за эти годы было очень много построено новых школ, больницы, новые дороги, ремонтировали новые дороги, асфальтировали много очень дорог, приобрели для здравоохранения очень много автомашин скорой помощи. И кроме этого, за эти годы 3 раза вырос бюджет Кыргызстана. И в отношении экономического развития это видно. Кроме этого, Кыргызстан развивается и по военно-техническим положениям. Потому что который подписан договор между Турцией и Кыргызстаном, они приобрели новые военные технические оружия, которые может способствовать укреплению обороны Кыргызстана. Кроме этого, Кыргызстан занимает особое место среди среднеазиатских республик. Я вижу, и они поддерживают очень
хорошее стратегическое партнерство между Россией. И вот. И поэтому думаю, что вот по следующие годы будет очень большое развитие в Кыргызстане, и наши добрые отношения будут продолжаться, с чем я поздравляю кыргызский народ. Совсем недавно в масштабах истории 15 бывших республик Советского Союза представляли одну большую империю. Мир меняется, и эти же бывшие республики уже являются полноценными участниками международных процессов. В течение ролика мы будем сравнивать 15 стран по 21 показателю, которые дадут понять, где наилучшие возможности и условия для проживания, а где лучше вам смириться с тем, что имеете. В конце видео выясним, какие страны предоставляют наилучшие условия для своего населения, а какие пока только начали свой. У каждого рейтинга появится таблица, где суммируются баллы за каждый рейтинг. Если страна занимает 15 место, то ей зачисляется 15 баллов, а если первое место, то 1 балл. Соответственно, чем больше баллов у страны, тем хуже уровень жизни там, а меньшее число говорит о наилучших условиях для жизни в этой стране. Первый показатель – индекс, показывающий развитие человека в странах и регионах мира, который комбинирует ряд критериев. Рейтинг открывают жители Прибалтики. На 4-м месте крепко держатся россияне, занимая 52 место в мире. Дальше по лестнице идут казахстанцы и белорусы. Следом за ними европейская троица – Украина, Грузия и Молдова. 11 место разделили между собой Азербайджан и Туркменистан, а последние места в рейтинге прочно заняли страны Центральной Азии. Далее оценим страны по уровню восприятия коррупции, который анализирует любые злоупотребления служебным положением в целях личной выгоды в государственном секторе. Наименее коррумпированной оказалась государственная система стран Прибалтики, Грузии и Армении. Средняя позиция в рейтинге занимает Беларусь, Казахстан и Молдова. Остальные страны бывшего Союза занимают чуть ли не последние места в мировом рейтинге. В пятерку самых коррумпированных вошли Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Сравним страны по ВВП на душу населения. Данный рейтинг показывает финансовое положение жителей страны. Первые места, как ни удивительно, заняли члены Евросоюза – Литва, Эстония и Латвия. Россия с Казахстаном разделяет 4 и 5 места. Благодаря своим нефтяным запасам Туркменистан с показателем $17 тысяч на каждого жителя занимает 7 место. Военное положение сильно потрясло экономику Украины. Она сильно потеряла позиции в мировом рейтинге. Не менее важный показатель – это рейтинг стран по уровню демократии. Кто в первой тройке, вы уже и так наверняка догадались. 4 место у Молдовы. За ней идут Украина и 2 кавказские страны. Кыргызстан, занимая 8 место, является самой демократичной страной Центральной Азии. В рейтинге на 2022 год Россия оказалась на 124 месте между Эфиопией и Нигером. Еще в менее благоприятной ситуации находятся Беларусь и Азербайджан. Представим вам рейтинг о состоянии свободы средств массовой информации в странах мира. В пятерку лидеров по свободе прессы вошли Эстония, Литва, Латвия, Молдова и Армения. И совсем рады журналистам в Узбекистане, Таджикистане, Беларуси и Азербайджане. Военное положение, связанное с Россией и Украиной, сильно повлияло на результаты рейтинга, что опустило Россию на 155 место в мире. Последнее место у самой закрытой страны – Туркменистан. Тут уже без комментариев. Следующий рейтинг наиболее актуален в нынешнее время, особенно для жителей России и Украины. Рейтинг показывает, сколько стран ты можешь посетить без визы, обладая паспортом своей страны. Самые сильные и привлекательные паспорта у членов Европейского Союза. Для них почти весь мир открыт, около 180 стран. Уступают им Украина и Молдова. Российский паспорт оказался привлекательнее грузинского. Паспорт Казахстана является сильнее азербайджанского, но на 2 страны уступает белорусскому. Менее привлекательными оказались паспорта Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также не особо рады гостям из Туркменистана.
Ежегодный доклад ООН об индексе счастья показывает, насколько удовлетворены своей жизнью граждане разных стран мира. Самыми счастливыми оказались жители Литвы. 34 место в мире. За ними идут эстонцы. Любители конины тоже не стали жаловаться на жизнь. Туркмены и белорусы, живя в таких свободных и демократичных странах, рейтинг стран по уровню свободы человека изучает, насколько ограничиваются права жителей в той или иной стране, а также исследует степень правительственного вмешательства в личную и общественную жизнь граждан. Самой свободной страной в нашем рейтинге стала Эстония. Первую тройку по традиции заняли страны Прибалтики. За ними 4 место разделили Армения и Грузия. На экране представлена средняя зарплата за один месяц в американских долларах. Самые высокие зарплаты получают жители Эстонии – около $2000. Не жалуются на низкие зарплаты в Литве и Латвии. Россияне получают в среднем $820. Прямые потомки Ноя в среднем получают больше грузин, но меньше азербайджанцев. А самые низкие зарплаты получают в Украине и странах Центральной Азии. Зарплату мы оценили, но не менее важный фактор – это стоимость жизни в стране. Рейтинг показывает стоимость продовольствия, аренда жилья и уровень цен и в целом оценивает дороговизну жизни в разных странах мира. Первые места занимают страны Центральной Азии. Если соотносить зарплату и стоимость жизни, то Казахстан тут явный лидер. Средние позиции занимают Грузия, Молдова и Украина. Дороже всего обойдется проживание в Армении, России и странах Прибалтики. Индекс безопасности учитывает такие факторы, как взрывы, нападения, повстанческие движения, перевороты или терроризм, а также принимает во внимание серьезные криминальные факторы, такие как организованная преступность, массовый обстрел и убийства. Самая безопасная страна нашего рейтинга – Эстония. За ней следует Латвия и Литва. 15-й показатель – это рейтинг стран по гендерному равенству, который делает акцент на участие женщин в социуме и изучает вопрос равноправия между мужчиной и женщиной в разных странах мира. Далее сравним эффективность системы здравоохранения. Рейтинг учитывает стоимость и качество медицинских услуг, продолжительность жизни и затраты государства на здравоохранение. Самое эффективное и доступное здравоохранение действует в России, Казахстане и странах Прибалтики. Глобальный индекс инноваций анализирует развитие внутреннего рынка, технологий, инфраструктуры, человеческого капитала и бизнеса в стране. Тем самым составляет рейтинг стран с самым лучшим и худшим инновационным развитием. Страны Прибалтики занимают первые строчки рейтинга инноваций. За ними список продолжает Россия и Молдова. 12 и 13 места занимают Казахстан и Азербайджан. Индекс уровня образования в странах мира показывает индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли учащихся, получающих образование. Лидирует в данном рейтинге Эстония. За ней идут Россия, Литва, Латвия и Беларусь. Не отстает от них Казахстан. Глобальный индекс миролюбия. Организация Global Peace Index измеряет уровень насилия внутри государства, возможные конфликты с соседними государствами и уровень агрессивности его внешней политики. Показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными или наоборот опасными для жизни человека. Самыми добрыми и пушистиками рейтинга оказалась наша Святая Троица. Легкость ведения бизнеса, который изучает привлекательность страны для привлечения инвесторов и легкость ведения бизнеса в каждой стране мира. Открывает рейтинг Грузия, которая занимает 7 место в мире, что очень похвально. Средние позиции заняли Азербайджан, Армения и Молдова. Сложности с предпринимательством и инвестированием могут возникнуть в Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. В какой стране лучше всего растить ребенка? Самые благоприятные условия для семей с детьми предоставляют страны Прибалтики, Беларусь и Россия. Армения, Узбекистан и Туркменистан заняли места друг за другом. Наименьшие баллы в рейтинге получили Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан. Далее сравним наши страны по ценам за 1 литр бензина.
Однако на экране также показано, сколько запасов нефти в странах имеется. Организация Global Petrol Prices на своем сайте каждую неделю обновляет данные. Дороже всего расплачивается за 1 литр бензина жители Эстонии – почти $2. В стране практически нет никаких запасов нефти. Аналогичная ситуация в Литве и Латвии. Россия занимает 7-е место в мире по нефтяным запасам. Однако в нашем рейтинге по ценам на бензин она разместилась на 5-м месте. Водители больше всего довольны в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане. Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Эксперты оценили качество дорожного покрытия по всей территории страны, и самыми качественными оказались дороги в Азербайджане. В пятерку лидеров также попали Литва, Эстония, Таджикистан и Грузия. Рейтинг самых худших транспортных дорог замыкает Кыргызстан, Украина, Узбекистан и Молдова. И последний наш показатель – сравнение по скорости и стоимости интернета. В рейтинге соединены два показателя. Самые низкие баллы получили те страны, где интернет быстрый и дешевый. Для примера посмотрим на Молдову. Страна по скорости интернета занимает 2-е место в рейтинге, после Эстонии – 66 мегабитов в секунду. И по стоимости тоже 2-е место, после Кыргызстана – 26 центов за 1 гигабайт интернета. Поэтому, занимая 2-е место в обоих рейтингах, Молдова получает 2 балла. В Туркменистане самый медленный интернет, а по стоимости самый дорогой – $14 за гигабайт. Поэтому страна получает 15 баллов. Таджикистан и Азербайджан получили по 13 баллов, а Узбекистан, Казахстан и Армения получили по 8 баллов. Давайте посмотрим на итоговый результат. Самой лучшей страной для жизни из 15 бывших республик Советского Союза оказалась Эстония – 65 баллов. На 4 балла отстает другой член Евросоюза – Литва. Тройку лидеров замыкает Латвия, которая сильно отстает от своих соратников – 95 баллов. 4-е место – одна из самых быстро развивающихся стран – Казахстан – 136 баллов. За кумысом стоят молдаване, что для меня было неожиданностью. Однако и вправду Молдова замыкает 5-ку лучших стран. Видно, что сотрудничество с Европой пошло ей на пользу. 6-е место досталось грузинам – 156 баллов. За ней идут 2 союзных государства – Беларусь и Россия. Оба государства по многим показателям занимают высокие позиции. Однако рейтинги, связанные с коррупцией и правами человека, сильно опустили их в итоговом результате. На 10 баллов отстает от России Армения. 10-ку замыкает Украина. В целом уровень жизни в странах, которые на пару баллов отстают друг от друга, не сильно отличается. Последнюю 5-ку открывает Азербайджан. Во многом позиция страны опустилась из-за рейтингов, связанных с демократией. Не сильно отстает от Азербайджана Кыргызстан, 12-е место. С незначительным отставанием 13-е место занимает Узбекистан. За ним на позицию ниже находится Таджикистан. Худшие условия для проживания предоставлены в Туркменистане. Mən Qəmbərova Səməni Şahsıvar qızı 1969. Я, Камбарова Самяни Шахсувар Кызы, родилась 20 сентября 1969 года в городе Каджаран Зангизурского махала западного Азербайджана. Dağların arasında yerləşən Каджаран был небольшим городком поселкового типа, расположенным в горах. Там в основном жили армяне. Азербайджанцы составляли незначительное меньшинство. Но у нас там была школа с азербайджанским языком обучения. Каджаранская азербайджанская средняя школа номер 3, в которой я училась и затем окончила ее. В школе нас обучали нашим традициям. Там мы изучали наш родной язык. Мой отец Шахсувар Камбаров был также и моим учителем родного языка. Он был не только моим отцом, поверьте, он был отцом всех азербайджанцев, живущих в Каджаране. То есть он старался, чтобы все любили свой родной язык. Он создал кабинет азербайджанского языка и литературы, который был особенным.
Даже не очень хорошо учащийся ученик, глядя на стенды на стене, мог понять все суффиксы, все сочетания слов, всю грамматику азербайджанского языка. То есть в каком склонении пишется слово, какое окончание должно стоять в каком слове. Her tərəfli istəyirdi ki, orada Azərbaycanlıların Отец хотел, чтобы азербайджанские села получили полноценное образование, чтобы они любили свою родину. Нас никогда не называли азербайджанцами. Нас всегда называли торками. Не турками, а торками. Так армяне спрашивали «Хайес» или «Торкес», то есть вопрос состоял из двух слов «Ты турок или армянин?». В детстве я мечтала играть на фортепиано. Но меня не приняли в музыкальную школу из-за того, что я была азербайджанкой. Я несколько раз ходила сдавать экзамен, но это было невозможно, если ты азербайджанец. Невозможно было, чтобы азербайджанцы учились в русской школе. Их туда просто не брали. Азербайджанец должен был учиться только в азербайджанской школе. Мы играли в классики, прятки во дворе. Прекрасно отмечали весенние праздники. Даже несмотря на то, что мы жили среди армян, все равно это были лучшие воспоминания нашего детства. В Илахыр-Чаршембе, то есть последний вторник Новруза, мы всегда одевались в национальную одежду, собирались с девочками, ходили вечером по домам азербайджанцев, стучали в двери, подслушивали, о чем они говорят. Мы разжигали костер и прыгали через него. Но самое интересное, что это был праздник весны, а у нас была зима. Это было настолько холодное место, что горы Каджаран всегда были покрыты снегом. Всю весну до мая месяца у нас там была зима. Климат был очень суровым. Когда мы были детьми, мы играли в снежки в течение часа, а потом шли домой. Я никогда не знала, что мой отец вырос сиротой. Моя мать Шихалиева Махлуга Аликызы жила в Зангилане. Когда мой отец преподавал там в школе, они полюбили друг друга. В 1965 году отец и мать поженились, переехали в Каджаран и жили там. Мы жили там до 1988 года, до того, как стали беженцами. В начале 1988 года я уже поступила в институт, Азербайджанский государственный университет искусств. Я приехала сюда учиться. В тот момент меня не было в Армении, но семья оставалась там. Зимой того года наша семья переехала и прибыла сюда. Это был январь месяц. Знаете, мой отец не хотел уезжать из Каджарана, хотя весь город был пуст. Все приходили и говорили: «Шахсувар Мялем, пора уезжать, почему вы не уезжаете?» Мы упорно продолжали оставаться. Но помощи не было, ничего не было. Нам все равно пришлось бы уехать. Детей надо вывозить. Он отдал дачу своему соседу-армянину в обмен на то, чтобы тот организовал для нас машину. В конце концов, нам нужен был транспорт, чтобы выбираться. В машину посадили девочек, всех моих сестер, и она довезла их до границы Зангилана, где они перешли на азербайджанскую землю. Отец оставил их там и вернулся обратно. Они с моей мамой не хотели покидать свой дом. Мамины братья, жившие в Зангилане, переживали, видя, что мама с папой не приехали. В то время телефоны были еще стационарными. Из ЦК отправляют телеграмму в Кафанский райисполком, оттуда выделяют солдат и милиционеров, предоставляют машину, чтобы вывезти наших. Мои дяди тоже приезжают туда. Мы жили в Каджаране на втором этаже по улице Ханджиана, 8, квартира 18. Собрав поделки моей бабушки Бахар, книги, одежду и пару вещей, мои родители покидают Каджаран вместе с этими солдатами. Мы всегда тосковали по родине.
То есть даже живя там, мы все равно тосковали по родине. Все, что связано с родиной, очень ценно для человека. Очень трудно выразить эти чувства словами. Конечно, я бы хотела вернуться туда, где мы родились. Ведь мы там родились, мы принадлежим этому месту. Мы должны быть похоронены на этой земле. Orada doğulmuşuq. Biz ora aidi. Biz o torpağa da gömülməliyik. Biz o torpaqda dəfn olunmalıyıq. Каждый человек относится к той среде, в которой он родился. Мы принадлежим этой земле. Я думаю, что мы, наверное, вернемся в Зангезур, потому что в Зангезуре, поверьте мне, не было ни одного места с армянским названием. В Зангезуре была долина Гыгы-Дарасе, и самым последним селом этого района было село Хаджибаш. Поверьте мне, все села, начиная с Зейвы, были азербайджанскими, и все они носили азербайджанские названия. То есть там не было ни одного армянского села. Я уверена, что когда-нибудь мы все встретимся в Зангезуре, вернемся в наше детство, вернем принадлежащие нам земли и забудем эту тоску по родине. Вечно юный и красивый Чустский район Наманганской области Узбекистана имеет более 3000-летнюю историю. Чустский район, древнее название Туз, расположен на плоскости гор Чуст-Ворзик-Олмос, центр города Чуст. На сегодняшний день из существующих 70 малахинских комитетов 20 расположены в городе Чуст, а остальные 50 в 11 кишлаках. К 30-летию независимости Республики Узбекистан в районе ведутся и готовятся значительные предпраздничные работы. Так были организованы пресс-туры в город Чуст для представителей СМИ. Мы посетили известные достопримечательности, парковые зоны города и парк культуры и отдыха имени Мавлуно Лутфуло в Чустте. Мавлуно Лутфуло Чусти – это духовный лидер ордена Накшбандия, наставник жителей Чуста и его окрестностей. Относящийся к бронзовому веку и сохранившийся до наших дней памятник Бибиона находится в городе Чуст. На территории данного археологического памятника расположился древний целебный источник, известный как Бибиона Кайнар-Булок. В Чустте с 1887 года растет большая ива. Мавлана был одним из священных ученых, уделявших больше внимания экологическому здоровью. Сегодня сохранение этих ив означает здоровый образ жизни. В парке захоронен святой Мавлуно Лутфуло, который по преданию открыл источник святой воды. Воду эту обязательно пьет каждый посетитель парка. Также парковая зона известна своими платанами, которым более 150 лет.
yürəsənmi? Vəmin şülki, 100 ilgə davur, şündəb durasanmı? Yaş başın bilən, hər yerdə yalğız yürəsənmi? Oynayır külən, köçəsin. Bir əsrə gəl, vaxtıma sən yaş keləyir.